Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Мои хорошие, давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто за вами следит? Кто за вами наблюдает? Посмотрим, кто это человек, эти люди. И самое главное, узнаем причину. Почему это происходит? Да? Зачем человек либо люди это делают? Загадайте, пожалуйста, на себя. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Что-то за вами змеи какие-то наблюдают. Что происходит? Две змеи за вами наблюдают. Так, ладно, будем разбираться. Так, хочу начать с вас. Вас тут очень здоровски показали, что вы человек, но с ангельскими крыльями. На мой взгляд, вот как я читаю этот знак, что вы, во-первых, находитесь под защитой высших сил, это бесспорно. Во-вторых, вы как ангел, да, вы как ангел чисты помыслами и щедры на добрые дела. Высшие силы, вот вы как ангел в глазах высших сил. То есть они это видят, они это замечают, и они, извините, вами восхищаются, да, будем говорить как есть. Высшие силы вас очень любят. Чего я не могу сказать о людях, которые вас окружают. То ли вам так не повезло, и вы находитесь среди очень таких агрессивных, злобных, завистливых людей. То ли действительно вот разница между вами и среднестатистическим человеком, она просто гигантская, да, гигантская. Это видно невооруженным взглядом. Куда бы вы ни пошли, где бы вы ни оказались, вы всегда привлекаете к себе внимание и всегда выделяетесь, да, либо очень сильно отличаетесь от тех, кто вокруг вас. И я бы даже сказала, что от вас исходит постоянно какая-то очень необычная, такая, знаете, яркая и нежная энергетика. Вы, к сожалению, этой энергетикой очень часто притягиваете очень нехороших людей, абьюзеров, лицемеров, всяких там попрошаек, убогих, сирых людей. Да? То есть вы их притягиваете. Они, конечно, как бабочки летят на ваш огонек, чтобы тоже этой энергией попитаться, да, себе ее заполучить. Поэтому, если кто-то из вас удивлялся, почему меня окружают такие сволочи, ответ очень простой. Просто вы человек очень сильный, очень классный и энергетически насыщенный. Поэтому, конечно, всякая нечисть, всякие слабаки, абьюзеры, они, конечно, будут к вам тянуться. Это, кстати, тоже к вопросу по поводу вашей личной жизни. Да? Вот вы не раз спрашивали себя, задавались вопросом к небесам, может быть, там с подругами обсуждали. Вот из серии «Почему есть очень непутевые женщины, при этом у них очень классные мужчины, а есть женщины, как вы, и всегда, извините, какая-то, какой-то, не знаю, какое слово подобрать». Недостойные, да? Недостойные мужчины вокруг вас, либо вам попадаются. Вот и ответ. Потому что вы сильная, потому что вы независимая, самостоятельная. Конечно, к вам будут липнуть слабаки. Храбаки и слабаки бесхребетные. Чтобы заниматься абьюзом и, конечно же, получать все и сразу. Вы очень щедрый человек. Вы, если любите, так любите. Да? Если вы полюбите, то человека просто вот на 7-е небо подкидываете. Это и есть у вас. Так, еще. Вы очень талантливый человек, способный, талантливый человек. У вас невероятный потенциал. Вы способны обучиться, практически всему. Было бы ваше желание, была бы воля и еще немножко времени свободного, вы бы уже знали все на свете, либо все на свете бы вы умели. Но поскольку жизнь очень интенсивная, очень много всяких там
обязательств, работа, туда-сюда, да, времени вам не хватает. У вас очень сильный интеллект, высокоразвитый интеллект, но вы его, к сожалению, не задействуете на полную мощность. Так, пользуйтесь, ну, в лучшем случае, 30-35%. Ну, в принципе, да, я вижу, что вам некогда, у вас очень много обязательств перед другими людьми. А поскольку вы человек очень ответственный, человек очень порядочный, вы на себя вот так рукой машете, на свое развитие, и для других живете. Да, у некоторых, я вижу, есть ситуация, когда вы и, как говорится, баба и мужик, да, и добытчик, и отец, и мать, и плюс еще там родственники пожилые могут быть, и вам просто не до этого. Да, к сожалению, есть такие девочки, женщины на моей отсыпке, но, извините, дорогие, вот не повезло, очень не повезло. Так, еще по поводу ваших талантов. Однозначно есть какой-то спящий талант, непробужденный талант. Это еще у вас в будущем, это еще у вас впереди. И этот талант, он обязательно проснется, он обязательно должен быть вами реализован. Вас просто туда потянет, причем потянет с головой. Сопротивляться вы не сможете. Вот, чем-то вы действительно обладаете, и этим вы будете делиться с другими людьми. Опять же, вы все разные. Кто-то красиво умеет петь, да, голос, слух есть. Кто-то творит прекрасные шедевры там, руками, там, может, там, сами придумываете, воплощаете. Кто-то из вас склонен, например, к эзотерике. Кто-то из вас обладает энергетикой, ну, например, целителя, лекаря. Да? Это еще в будущем. Еще вы это все будете раскрывать. Кто-то уже пытается, кстати, раскрывать, но как немножечко в себе не уверен. Нет, ваше время, ваш звездный час однозначно чуть попозже придет, чуть попозже. Так, еще. Вы очень часто страдаете от дурного глаза. Это ваша ахиллесова пята на самом деле. И очень похоже на такую кармическую наследственность. То есть в вашем роду были такие люди, которые страдали от завистников, от дурного глаза, и вам это тоже, ну, как немножко передалось. Здесь в обязательном порядке на себя нужно оставить защиту, пользоваться оберегами. Там, верите в это, не верите в это, просто попробуйте. От вас не убудет, а результат вы увидите в самое короткое время. Плюс вы еще человек очень открытый, вы не умеете врать, вы не умеете скрывать. У вас что в голове, то и на языке. С одной стороны, это очень похвально, но с другой стороны, это вам вредит. Вам вредит, потому что очень много таких, знаете, ну, недостойных ушей вас слышат. Потом думают об этом, там, завидуют вам, места себе не находят, да, и у вас потом неприятности случаются. С этим нужно, конечно, бороться. Это в ваших руках, да, научиться дозировать информацию о себе, о своем настроении, о своем положении, о своих каких-то планах. Просто дозировать. И лучше, как, знаете, не договаривать, чем все про себя выкладывать. Этому нужно учиться, мои хорошие. Нужно тренироваться, себя просто настроить на этот момент. И я вижу, что вы это все можете выровнять. Так, и еще идет какая-то неустроенность в вашей жизни. Неустроенность. У кого-то личной жизни нет, у кого-то денег не хватает, у кого-то здоровья не хватает, а у кого-то всего сразу не хватает. То есть вы немножко как обижены на судьбу, обижены на высшие силы, вы задаете им правомерные вопросы, да, а почему я хороший человек, да, почему у меня нет тех средств, которые, ну, например, должны бы быть, да, либо почему у меня нет личной жизни, хотя я замечательная жена, там, шикарная любовница и просто гениальная мама, да, а почему у меня нет семьи? Вот мне уже такое-то количество лет, все мои там знакомые подружки уже там третьего родили, причем от третьего мужа, третьего ребенка. А я все вот жду. Такое есть, я вижу. Значит, девочки, кто именно в такой ситуации? Когда личная жизнь не устроена, когда не хватает денег, когда не хватает здоровья, знаете, что причиной вашей этой ситуации идет действительно блокировка вас на почве зависти. Зависти, либо каких-то, знаете,
Ну вот люди, да, например, там, возьмем личную жизнь. Может быть, вы даже это слышали, но не придали этому внимания. Допустим, даже в кругу родственников. То есть там обсуждают девочек в семье, и вот кто-то про вас говорит: она красивая, да, типа она там добрая, она без проблем найдет себе мужа. Да? Кто-то посидел, послушал и такой: ну конечно. И все. И вам, как знаете, отрезало. То же самое. Там люди могут говорить о ком-то, о чем-то на работе, допустим, да, вы работаете, кто-то вас хвалит и говорит: ой, какая умничка, какие ручки золотые, какая светлая головушка. И кто-то это слушает и думает: ну да, типа вот лопатой деньги гребет, да, и у вас потом проблемы по финансам. То есть нужно не пренебрегать темой защиты и оберегов. Это очень-очень важно. У вас крутой потенциал, вот чтобы вы для себя понимали. Причем во всех сферах у вас очень крутой потенциал. Не губите его и не позволяйте, чтобы вот эти дурные глаза, черные сердца, черные там, головы вас сглазили и вводили вас в этот дефицит, в эту пустоту. Да, посредством своей негативной энергетики. Это важно, девочки. И еще, кстати, я вижу, что у кого-то испуг есть. Испуг, который просто вам заблокировал, например, хорошее здоровье, заблокировал любовь, заблокировал, допустим, возможность зарабатывать. Да, вот испуг, он сковал ваше тело, он сковал ваш разум, он сковал вашу душу. И вы, вот знаете, как это слово подобрать? Я вижу картинку, но мне сложно это объяснить, извините. Как будто бы вы потеряли возможность двигаться, да, Как человек замерз, замерз. Глаза видят, голова думает, например, там, язык примерз к небу. Да, вы ничего не можете сделать, вы ничего не можете сказать. Руки, ноги не двигаются. Испуг, который с вами произошел либо в детстве, либо вот прям в самые молодые годы, когда вы еще, знаете, были в процессе роста, становления. Вот в этот момент произошел испуг. И это, я вам скажу, очень серьезная штука, очень серьезная. И я, чуть попозже, девочки, когда у нас будет убывающая луна, я хочу сделать большую чистку, выливку испуга. Вот, это будет на моем канале «Магия свечи». Если вам будет интересно, приходите. Но, опять же, это онлайн. Да? Вам, чтобы прям надежно и быстро все это снять, нужно найти человека, к которому вы придете лично, да, и чтобы над вашей головой сделали эту отливку-выливку и сняли с вас испуг. Постарайтесь, поищите. Не онлайн. Вам хотите быстро, онлайн не подойдет. Онлайн это вам нужно будет как минимум 12 раз посмотреть. Понимаете? Поэтому, я все равно вас приглашаю. Вам я совет, подсказку дала. Да, и если вам кто-то будет говорить, что типа я сейчас тут онлайн тебе сниму, там за 1 раз, за 3 раза, не верьте, очень много шарлатанов. Так это не работает. Реально не работает. Его нужно снимать каждый раз, да, новый воск делать. То есть если онлайн, то 12 раз онлайн новым воском, да, чтобы выливать. И также, когда лично выливают, там обычно 3 раза, 3, 6, 9, да, выливают именно над головой и всегда новый воск. Теперь давайте посмотрим, кто же за вами следит, кто за вами наблюдает. Здесь сразу нам показали 2 змеи. Причем одна из них прям змея ядовитая, а вторая как пиявка. Знаете, вот так присосется, попробуй оторви от себя. Я так понимаю, что с пиявкой вы дружите, общаетесь, либо вместе работаете, и она постоянно пользуется вами, вашим. Да, она не стесняется, она не смущается, у нее там наглости целый вагон и маленькая тележка. Она действительно, это женщина, может быть и мужчина, да? Этот человек постоянно за вами наблюдает. Человек, когда видит, что вы в неприятностях,
обходит вас десятой дорогой. Либо придумывает какие-то отмазки, что там я не могу, кто-то заболел, приболел, там туда-сюда, уехала, переехала. Да? То есть в таком ключе, чтобы она вам ничего своего не давала, либо он не давал. Но когда человек видит, что вы в прибыли, в приходе, в каких-то, может быть, хороших событиях, да, сразу же стремглав бежит к вам, да, чтобы нажиться на вас, да, за ваш счет что-то получить. То есть это и есть. И, конечно, она наблюдает, либо он наблюдает, отслеживает всю эту ситуацию, чтобы, не дай бог, вы что-то не спросили у этого человека, либо не попросили. Ну и, конечно, чтобы не пропустить, когда у вас что-то есть в руках, да, чтобы присоседиться. Так, ну и змея ядовитая. Обычно так показывают врагов и соперников. Человек в данный период времени просто затаился. Может быть, вы вспомните, да, с кем вы враждовали, с кем у вас были такие там конфликты, стычки, соперничество, с кем у вас было. Это не обязательно в любви, это может быть там и в работе, в делах каких-то. Сейчас эта змея, она затаилась, вот спряталась и затаилась. Это не значит, что она исчезла, пропала. Это значит, что до поры до времени, да, выжидает. Либо даже у кого-то отыграется, что готовится к броску, чтобы укусить вас. И наблюдает за вами, да, что с вами происходит, где ваши... Она даже не просто наблюдает, ваш враг не просто наблюдает, скорее как даже изучает вас. Где у вас там слабые места, как я могу там нанести максимальный вред, урон, да, вот идет изучение, подробное изучение вас, вашей жизни, вашего окружения, да, вашего состояния. Вот, ну, как я и говорила, да, меньше говорите про себя, меньше о себе рассказывайте. Это, кстати, вам в помощь. Эта змея, она на самом деле понимает, что она, ну, вы ей не по зубам, да, скажем так, вы ей не по зубам, она это понимает. И понимает, что в честном поединке, в честном бою ей обломится, то есть выиграть не сможет. Поэтому ищет действительно такие хитрые пути, хитрые лазейки для того, чтобы вас победить. С этим человеком, все время хочу сказать женщина, скорее всего, эта женщина и есть. С этим человеком у вас в будущем еще предстоит бой. Бой такой, знаете, не на жизнь, а на смерть. Но спешу вас уверить, вы гораздо сильнее, чем ваш враг. Гораздо сильнее. И если вы... Вот есть у каждого человека свой барьер, своя планочка, да, где вот мы говорим, вот здесь я могу, а вот тут уже я не могу. Если вы себя потренируете и научитесь эту планочку в нужную минуту, в нужный момент двигать, вам будет гораздо легче и проще победить своего врага. Но это событие будущего. Так, еще вышел человек с телефоном. Ну, с зеркалом, да, я так понимаю, телефон. Телефон, может быть, какой-то планшет, может быть, даже, ну, как монитор небольшого компьютера. Человек, который именно через интернет, либо в интернете наблюдает за вами. Соцсети, мессенджеры, может быть, даже какие-то чаты. Да? Люди же часто там домовой чат, школьный чат пользуются. Это мужчина. Мужчина с сутулой спиной. Вот прям показали. У одних отыграется, что он действительно сутулый, а у других отыграется, что у него проблемы со спиной. У третьих отыграется, что он прям такой весь проблемный сам по себе, либо у него очень много дел, забот, и работа у него тяжелая. В общем, этот мужчина за вами наблюдает, следит, наблюдает. Вы этому мужчине очень важны. Может быть, это мужчина из вашего прошлого, который разведывает посредством наблюдения обстановку, что с вами там происходит, с кем вы, где вы. А может быть новый мужчина, который очень вами заинтересовался, который хотел бы изучить вас, да, и, ну, как, все про вас знать, либо все про вас разузнать, да, перед тем, как двинуться в вашу сторону. Ну, прям наблюдает, следит, наблюдает. Так, еще мне вышел человек, который стоит на ступеньку выше, чем вы. Обычно так показывают, не знаю, начальников, руководителей, людей, которые действительно выше вас по социальному положению. Да, например, там, ну, вы пенсионер, а он там, пусть будет там, не знаю, директор магазина. Но это я условно говорю. Да? То есть социально вы не равны. Социально не равны. То есть человек, который на ступеньку выше вас, за вами пристально наблюдает.
Вы этому человеку очень интересны. Интересны именно с какой-то, как бы это сказать, профессиональной, скорее всего, сферы. Его профессиональной сферы, либо вашей, либо и вашей, и его. То есть человек к вам попросту присматривается. Ну, допустим, вы работаете, человек хотел бы вас повысить, да, ваш начальник, и думает, а вот как, потянет она, справится ли она, да? Как у нее там с психикой, как у нее там с умением решать конфликтные ситуации, да, либо там какие-нибудь пиковые ситуации. Да, человек к вам просто присматривается. Либо, допустим, но опять же, да, человек, который там просто выше вас по социальному статусу, у вас заинтересован, например, что-то про вас узнал, что вы что-то умеете делать, что у вас какие-то, может быть, там способности, таланты, и человек думает, вот, конечно, хотел бы посотрудничать, либо там пригласить на работу, либо как-то, может быть, покоммуницировать, да, в профессиональной теме. И вот он присматривается к вам, насколько вы там профессионал, либо насколько вы владеете темой. Да? То есть какой-то человек к вам присматривается. Ну, тут плюс идет, тут нет плохого, тут плюс. Так, еще. Девушки, женщины, кто в паре, в браке. Вы в паре, вы в браке, вы просто познакомились, встречаетесь. Ну, либо только-только познакомились, да, еще особо и не встречаетесь. Этот мужчина за вами постоянно наблюдает, вплоть до того, что у кого-то отыграется, что следит. Особенно если муж, да, прям следит за вами. Может всякие прослушки устанавливать, может, не знаю, взломать вашу электронную почту, да, подобрать там пароли от ваших, не знаю, там даже карт банковских, допустим. Человек следит неустанно. Человеку постоянно кажется, что вы что-то скрываете, да? Что у вас может быть еще с кем-то отношения. Мужчина очень сильно ревнует, очень сильно ревнует. И за вами он следит не с целью вас в чем-то уличить, там, в обмане, в измене, а с целью себя успокоить, что зря я волнуюсь, нормально она женщина, да, она мне не изменяет, ни с кем не гуляет, ничего от меня не прячет, ничего от меня не скрывает. У него какой-то, не знаю, маниакальный синдром в этом плане. Девочки, если вы узнали своего мужчину, мой вам совет, даже не мой совет, а Песка совет, ведите его к доктору. Доктор называется психолог, потому что мужчину нужно лечить. Вы понимаете, с возрастом он еще будет хуже становиться. Он уже не справляется со своим состоянием. Если раньше еще как-то там себя уговаривал, да, был поспокойней, то сейчас прям уже он на грани, понимаете, у него скоро истерики будут начинаться по поводу вас. Там, то не носи, это не одевай, там, с кем ты общалась, где ты была, почему опоздала на 2 минуты. Понимаете, вот такого момента. У мужчины уже кукуха едет. Он понял, что он вас любит, он понял, что вы ему очень нужны, он понял, что он вас недостоин, потому что, да, есть у него там хвосты, грехи и прочие обстоятельства. И ему кажется, что вы от него уйдете, вот что-то про него узнаете, либо устанете терпеть его выходки. Просто возьмете и уйдете. Да, что вы одна точно не останетесь, а вот он уже будет никому не нужен. И вот он пытается вот в его, да, понимании сохранить это свое счастье вместе с вами. Но кукуха едет только так. Надо лечиться. Здесь именно надо лечиться. Так, и еще есть один человек, я не могу сказать, мужчина это или женщина, вот здесь точно не могу сказать, человек, который хотел бы вас наследовать, либо человек, который хотел бы, быть вами, да, давайте говорить прямо, быть вами, копировать вас, быть похожим на вас, делать как вы, стать, опять же, как вы. Человек, который... для которого вы, смотрите, с одной стороны, вы пример для подражания, а с другой стороны, вы самый страшный конкурент. Вот так идет. Да, я люблю и ненавижу. Да, я восхищаюсь и это как порицаю, да, в одном флаконе, в одном лице. Человека этого вы либо уже знаете, видели, либо совсем скоро с этим столкнетесь. Если вавка в голове, ничего не поделаешь. У человека явно есть отклонения, потому что человек уже потерял свою индивидуальность, потерял уже и лицо, и имя свое.
И уже непонятно, кто это. Это типа ваша тень, либо это какое-то странное создание. Человек, ну, реально больной. У человека это не хитрость, это не приспособленец, приспособленка, а именно кретинизм. Кретинизм в чистом виде. Смотрите, сейчас этот человек наблюдает, следит за вами, пытается быть вами. Там буквально через несколько дней, недель, месяцев уже будет новый кумир, уже будет новая роль. Да? У человека появится новое лицо и новое имя. Ну, не обращайте внимания, и все. Вот смотрите как на больного, да, и все. Не надо тут ни конфликтовать, ни что-то выяснять, все равно это все бессмысленно. Уйдет этот человек из вашей жизни, переключит свое внимание с вас на кого-то другого. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.